Сталик Николаевич, здравствуйте. Добрый день. С 1 августа этого года, как известно, будут введены изменения в закон о розничной продаже алкогольной продукции по республике. Чего конкретно коснутся эти нововведения? С 1 августа 2015 года не допускается розничная продажа алкогольной продукции, пива, в том числе пива, пивной продукции. Это в помещениях нежилых многоквартирных домов, встроенных, пристроенных многоквартирных домов. Это вот однозначно такое вот было принято решение. Значит, встроено, пристроено, если что, это согласно действующих СНИПов архитектурно-планировочных решений многоквартирных жилых домов. То есть встроенное помещение, встроено, пристроено, располагается в габаритах жилого помещения данного вида. То есть и поэтому размещение по нашему закону таких вот объектов торговли не должно быть, это однозначно. И еще ряд таких вот, которых для нас, для республики резонансных, может быть, да, в части того, что также реализация алкогольной продукции вот в таких помещениях и псевдокафе, так называемых, очень большой резонансное. То есть вот с 1 августа все виды реализации алкогольной продукции, как вот встроено, пристроены в домах и вот псевдокафе, будут запрещены на территории Республики Саха-Якутия, за исключением объектов общественного питания, отнесенных к типу ресторана. Все остальные так называемые кафе, бары, кофейни, все они будут в этих помещениях, запрещена реализация алкогольной продукции на всей территории Республики Саха-Якутия. То есть, еще раз повторяемся простым языком, что есть алкогольную продукцию можно будет приобрести на территории с 14 до 20 часов на всей территории Республики Саха-Якутия. Как известно, в некоторых населенных пунктах республики принят так называемый сухой закон, что там абсолютно запрещена продажа алкогольной продукции. Первый вице-премьер республики Петр Алексеев накануне заявил о том, что такие населенные пункты, где будут приняты такие сухие законы, будут в приоритете, и там будут строиться объекты культурные и спортивные. Так ли это, о чем идет речь? Нельзя всегда одним только кнутом, да, что вот запрещать и все. И в качестве вот стимуляции действительно правительством Республики Саха-Якутия, вот Алексеев Петр Николаевич, первый заместитель председателя правительства, вот в качестве, значит, ответной меры, в качестве меры поощрения вот такую функцию действительно объявил. Да, там, где на территории слегов поселения будет запрещена реализация алкогольной продукции, значит, в качестве стимулирующей, так сказать, приоритета, да, занятия населением, здоровый образ жизни, значит, будут строиться в первоочередном, в приоритетном порядке выделение субвенций, субсидий на строительство объектов социального характера. Вы подчеркнули, что здесь одним кнутом обойтись практически невозможно. И вот бытует мнение среди населения, что одними ограничениями, запретами там добиться чего-то будет довольно проблематично. Как вы думаете, имеет ли это место для обсуждений, для дискуссий? Да? Чего мы ожидаем от этих изменений? Наверное, понимаете, любое ограничение любого вида деятельности, да, в том числе не исключение алкоголь, конечно, это вызывает резонанс, да, и, наверное, все равно широкой общественности, наверное, надо обсуждать такие моменты. Для нас, для чиновников, они иной раз, возможно, даже не так совсем и приятные, но тем не менее, еще раз говорю, в споре рождается всегда истина, ее надо проводить и надо делать. Дискуссия должна быть. Спасибо за ответы на наши вопросы. Удачи вам в работе. Сталик Николаевич, до свидания. Спасибо. Всего доброго.